Дорогие друзья, родители, мы начинаем новую интересную рубрику «Школа юного исследователя» детского издательства «Кескил», Малой академии наук и Совета «Шаг в будущее» под названием «РК». Думаю, что это очень интересное начинание, которое во многом вам будет полезно и интересно. Смотрите, читайте, слушайте. Так, посмотрим, что за работа. Исследование биометрических показателей биохимического состава эйхорнии. Интересное растение. Тим Федоров. Найкинская школа у Солданского офиса. Вот сейчас он делает водную. Подводит, как он это делает. Ну вот сейчас он рассказывает про собственный объект. Эйхорния — это очень интересное растение, которое как это... фильтр. Водный фильтр, растительный фильтр для очистки воды. То есть, если эйхорнии много, она всю грязь впитывает. Очень интересное такое свойство. Это не наше растение, это как бы такое привозное, но оно не перезимовывает, оно у нас как бы это должно быть жить в таких тепличных условиях. И вот что я понял из работы, просмотрев ее, то что он научился ее выращивать и научился, чтобы она перезимовывала. Очень капризное растение, потому что по сути у нас же 9 месяцев она не растет, а должна находиться в таких аквариумных фактически условиях. И Тим вот научился. В определенный период у них там, я понял, есть озеро такое, не очень глубокое, мелкое. И вот это озеро быстро нагревается, и там эйхорния быстро растет. Вот показывает прямо как этапы. Морфологически как меняется их стоп. Так, вот это на слайде он показывает морфологию, признаки, длина, ширина, там, измерительные вещи. Довольно большой стенд, значит, у него там расписаны все разделы, все задачи. Ну и вот если дальше продолжить его то, что он сделал, можно сказать, что он попутно биометрии, которые, в принципе, там линейка нужна и максимум весы, да, он эти под рукой у всех есть. В дальнейшем он сделал биохимический состав и воды, и, собственно, растения. И он посмотрел pH, нитраты, сульфаты, и, такие типичные вроде бы характеристики. Ну и для Якутии он вот эти работы провел. Хотя я знаю, что до этого были определенные работы, где тоже у нас в Якутии изучали, но уже не на ИХИ, а в якутске эйхорнию. Там тоже было неплохое развитие, и тоже девочка как-то была, она научилась, тоже выращивать. То есть, по сути, это была очень такая пионерная в то время работа, а зато он делал следующий шаг. Он сделал биохимию и показал процесс перезимовывания и как она отпочковывается. Но, к сожалению, вот здесь на видео сложно сказать, сколько у него было выращено растений. И вот, наверное, в базе Малой академии наук, наверное, есть у них это презентации и так далее. Надо посмотреть, что это дело происходило. Ну и в целом он показал возможности эйхорнии по очистке, по его росту, по выживанию, что, в принципе, для региональной работы нормально. То есть показал озеро, которое вполне подходит для произрастания. У нас очень глубокие для эйхорнии озера, и они не успевают стать теплыми, а эйхорния растет только в теплых условиях. Это фактически тропическое растение, поэтому, такое с уникальными свойствами, поэтому у нас Ким научился приспосабливать это растение к нашим условиям. Ну, а как же ему дальше развиваться? Во-первых, уже, наверное, нужно искать литературу. Вообще, в целом, литературный обзор – это одно из первых этапов. И у нас в республике очень многие или литературу не знают, или ее нету.
Ну, на самом деле она есть. То есть просто нужно искать. У нас вот интернет появился именно для того, чтобы дети должны в нем искать похожие информацию. Есть ссылки, есть библиографические системы, и поэтому нужно научиться пользоваться библиотечными системами. Те же самые характеристики найти где-нибудь изученные в Европе, в европейской территории России, в Азии, там, в Африке, ну, где этим могли заниматься, то можно составить такую табличку, где бы были бы все характеристики, и мы могли бы сказать, чем же вот растения, которые выросли в Наихе, отличаются по биохимии, по морфологии. Это как бы вот следующий шаг, и было бы неплохо, чтобы если Ким вот этим активно занимается и не хочет переходить на другие виды растений, то вот это один из способов как бы улучшения своей работы. Ну, самое главное, ценное в этой работе, то, что Ким увлеченно этим занимается. У него есть эмоции, ему нравится это, видно сразу, он гордится, то, что он смог вырастить такое-то количество растений, они у него выжили. Потом же он вырастет, ему не важно будет это, что выращивать. Редкие растения, уникальные, или там помидоры, огурцы, изучать их и так далее. У него есть творческое мышление, есть у него как бы понимание, как это разложить по этапам, начиная от планирования, поиска литературы, заканчивая вот обработкой и выступлением. Ну, работа законченная такая для своего материала. Если новый материал, он примерно такой же будет, лучше все-таки вот перейти на аналитику и постараться подняться по этой части. Аналитическая часть, она все-таки интересна, и уровень науки не просто описывать, но и делать некий такой обзор на аналитические вещи, сравнительные, и показывать место своего материала в общем большом европейском или мировом объеме материалов. Вот так бы я делал оценку, и в целом ну, хорошо, что дети занимаются исследованием. Это для них, для их мышления, обучения в ВУЗе, среднее профтехобразование это только на пользу. Поэтому я очень рад, что в Наихе появились активные дети, они не были до этого, но в конкуренции порой с другими школами, из районных центров это было сложновато. Ну вот Ким один из тех, кто за последний, кажется, год-два он стал на республиканском уровне достаточно неплохой такой величиной, можно так и назвать. Ну вот удачи Киму в его дальнейшем развитии. Надеюсь, он посмотрит это видео и получит определенный дальнейший шаг. Ну, я с очень большой радостью познакомился, что есть такой интересный проект, YouTube-канал и Instagram Кискин Медиа. Предлагаю всем подписываться, ставить лайки, читать, и это очень полезный для вас контент. Я думаю, что многие получат большой эффект, кто хочет развиваться в исследовательском направлении, получит сюда много-много полезного.